Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 27 августа. Это на сами четверг. Мы смотрим на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки, все 12 в одном видео, влияют на день два аркана. Это аркан Жрец и аркан Отшельник. Оба аркана у нас отвечают за учителей, за преподавание, за ответы на поиски каких-то вопросов, которые у нас возникают. Поэтому в этот день очень хорошо, если вдруг возникает какая-то ситуация, какая-то проблема или какой-то вопрос, искать людей, которые в этом разбираются. Специалисты, консультанты, наставники, в общем, любой человек, который в этой теме гуру. Вот вы идете к нему, и он все для вас делает. То есть лучше, знаете, как не заниматься самостоятельно. Ну, можно, конечно, в принципе, покопаться, разобраться, но это просто будет занимать больше времени, гораздо больше времени, чем если бы вы обратились к специалисту. Я бы так сказала. Ну, сейчас будем смотреть. Может быть, все пройдет плюс-минус спокойно. Потому что карты, в принципе, спокойные. И одна, и вторая. Они такие, не бурные. Ну, давайте смотреть. Так, сейчас, секунду, я забыла. Свои камешки забыла. Ну, что-то мне не хватает. Камешков мне не хватает. Поехали. Овны, 27 августа, четверг. Учиться хорошо в этот день. Искать себе учителей. У нас еще и день Юпитера, а этот день Юпитер у нас отвечает за философию, учительствование, образование. Поэтому как раз эта тема, она может быть актуальной в четверг. Друг, вижу я друзей, общение с друзьями. Деловой разговор вполне может быть, например, с каким-то специалистом. Неприятность, вот опять же, да, подсказка. Возникла неприятность. Идем не к другу, а идем туда, где люди разбираются. Болезнь. Нерешенный вопрос. Возможно, кстати, нерешенный вопрос со здоровьем связанный. Да, вот эта неприятность. Так, и давайте смотреть. Значит, здесь есть еще лебедь. Лебедь здесь не вижу. И свиток нельзя соединить. Так, сейчас я загляну, что тут. Ага, все нормально, все вам видно. Получается, у нас с вами выпадает на этот день несколько предупреждений, типа такие, как может произойти неприятность в четверг, какой-то вопрос может не решиться, цепь, да, допустим, там перенестись на другой день. Дальше гармоничные отношения в паре, общение с друзьями, подружками, деловой разговор. И тема здоровья тоже может дать о себе знать в этот день. Вообще, мне кажется, что туда неприятность, она может быть связана со здоровьем. Поэтому вот в этот день будьте внимательны, осторожны. Если что, обращайтесь к врачу, никакого самолечения. Это очень важный момент здесь. Благодарю за внимание. Овны, переходим мы к тельцам. Тем более у нас с вами на носу затмение лунное. Поэтому однозначно надо идти к специалистам. Так, поехали. Значит, тельцы. 27 августа. 27 августа, четверг. События дня. Тельцы. Смотрим тельцы. Дерево первое. Опять здоровье. Гости. Приглашение гости. Кровать. Кстати, здоровье и кровать может показать, что прям, знаете, будет такое какая-то слабость, нет сил, может быть там низкое давление, головные боли,
рыба, скользкое дело. Бокал. Ой, может вы там переедите или перепьете в четверг. Так, здесь не вижу, смотрим. Горизонталь, вертикаль. Ну, есть еще свиток. Значит, смотрите, что выпадает. Выпадает в этот день приглашение, гости, бокал. То есть, скорее всего, куда-то вас пригласят на какое-то мероприятие, либо вы, может быть, будете ждать гостей в этот день. Что мне не нравится? Рыба, болезнь, кровать. Особенно, если это будут морепродукты, то там надо быть очень осторожным, потому что, возможно, будет ухудшение самочувствия сильное, да, вплоть до того, что там придется проваляться в кровати там весь вечер там или, ну, в общем, плохое самочувствие будет. Вполне вот можно вот так прочитать эти 4 карты. И также еще в этот день может быть какая-то деловая встреча у вас. Выпала деловая встреча. Опять же, если брать рыбу прямым значением скользкое дело, то в этот день на этой встрече вам надо быть очень осторожными, чтобы вас не заманили в какую-то неприятную историю. Так что тоже предупреждение. Опять же, отшельник и иерофант — это всегда задавать себе вопросы. Вот если там мне что-то предлагают, мне нужно для себя ответить на несколько вопросов. И если я там задаю эти вопросы дополнительные, и люди мне отвечают, и я понимаю, что там нет никакой хитрости, то можно на это соглашаться. Но если я задаю дополнительные вопросы и вижу какие-то такие мутные ответы, то, понятно, лучше от этих людей держаться подальше. Но вопросы очень важно задавать. Вот это вы должны помнить. Так что вот для вас такая информация. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Вот специально складываю в разные места, понимаете, все равно эта болячка выпадает. Так, смотрим. Близнецы. Давайте смотреть. 27 четверг. 27 августа. Четверг. События дня. 27 августа. Четверг. События дня. Конверт. Есть конвертик. Так, прошу прощения, возможно, сейчас будет мешать звук. Я думала, что уже не будет, а нет. Весы. Ой, господи, весы. Луна. Месяц. Цветочек. Угу. Конфликт. Как-то у вас тут прям так события пошли. Свиток. Ай, расческа это. Так, расческа не вижу. Здесь нет. Маску нельзя. Здесь нет, здесь я тоже не вижу. Получается 1, 2, 3, 4, 6 событий. Получение новостей, информации может в этот день быть. События, которые имеют цикличность и повторяются в вашей жизни каждый месяц, тоже могут быть 27-го. Конфликт может быть с кем-то, споры, ссоры. Исполнение желания, деловая встреча и неприятность. Ну, возможно, неприятность — это конфликт, как вариант. Так что видите, какой день. Есть и предупреждение, конфликт, но есть и деловая встреча, исполнение желаний. То есть хорошие события тоже есть. В общем, блинцы, для вас вот такая информация на четверг. Благодарю за внимание. Переходим к ракам.
27 августа, раки, события дня. Так, поехали, смотрим. Раки, что у вас? Ага, сразу же вижу весы на четверг. Колокольчик. Змея. Розу нельзя. Свиток. Сейчас смотрим горизонталь, вертикаль. Не вижу. Значит, говорю громче, потому что, слышите, да, мешают звуки. Стараюсь говорить громче, хотя с громкостью у меня беда. Так, значит, весы. В этот день, в четверг, будут колебания, сомнения. Сложный выбор будет. Будут пустые разговоры у вас с кем-то. Будет деловая встреча. Ну, может быть, деловая встреча. И выпадает змея. Это контакт с человеком, ну, который может, не знаю, что-то там и съязвить, и сказать неприятное, и задеть как-то, и сделать замечание. Поэтому вот надо готовиться, кажется, к худшему. В лучшем варианте, как может проиграться, это просто кто-то из нашего окружения, кто родился под годом, в год змеи, да, вернее, кто может, например, иметь такой характер, знаете, что вот за словом в карман не полезет, то есть этот человек есть в нашем окружении, допустим, это наш друг, у нас с ним простые разговоры, болтовня какая-то дружеская, ну вот показывают его змеей. Хотя, конечно, основное ее значение это когда мы сталкиваемся с таким человеком. Ну, будем надеяться, что у вас это проиграется как просто кто-то из вашего окружения. В целом, негативных прям таких каких-то событий не выпало. И слава Богу. Благодарю за внимание, раки. Переходим мы с вами ко львам. Дальше сейчас будем разбираться с львушками. 27 августа, львы. Четверг, это у нас четверг, 27. Четверг, события дня, львы. Поехали, смотрим. Дерево первое, что я вижу. Первое событие. Книга. Приглашение в госучреждение. Ожидание, может, вас какую-то инстанцию вызовут в этот день. Бокал. Машина. Может, дорога на какое-то мероприятие. Видите, приглашение, бокал. Корона. Это как раз может быть, например, иерофант. Вот я думала, что сегодня корона будет частенько выпадать. Ну, что-то нету, только первый раз, по-моему, выпала. Нерешенный вопрос. Так. Здесь не вижу. Значит, смотрите, что вам повыпадало на четверг. Приглашение, мероприятие какое-то, поездка в этот день. Дальше посещение госучреждения, контакт с какими-то влиятельными людьми, в том числе иерофант. Ожидание, нерешенный вопрос. То есть, скорее всего, что если вы идете в госучреждение, то вопрос не решается в четверг. Ну вот так. А ну давайте посмотрим, где у вас ножницы. Вижу, ага, вот они, видите, выпали. Мешает одна карта.
и мешает вот это событие. То есть как будто бы вот уже очень скоро этот вопрос решится, но не в четверг. Возможно, кстати, даже помешает какое-то приглашение этому. Может быть, даже и такое. Ну, в общем, в четверг вопрос не решается. Смотрите, еще вот есть, увидела якорь. Якорь, остановка, ожидание, остановка. Как будто будет надо подождать, знаете, какое-то время. Так что вот уже вы будете к этому, возможно, морально готовы. Что вот вы думали, в четверг все сделаете, а вам скажут, нет, еще подожди. Благодарю за внимание. Кстати, вот отшельник это и есть пауза, это и есть остановка. Поэтому вот как бы в этот день, конечно, надеяться на то, что у нас там все будет идти быстро, все будет решаться, но это как бы маловероятно. Значит, смотрим дальше Дев. 27 августа, наши именинники Девы. У кого день рождения, я вас поздравляю. Смотрим, значит, четверг для Дев. Покажите мне, как пройдет. Девы. Что ничего не вижу. Угу. Нерешенный вопрос. Видите, какой сегодня денек? Не решаются вопросики ни в какую. Господи, да что же я сегодня на месяц говорю весы, уже второй раз. Здесь нет, есть у нас еще мешочек. О, слушайте, а вам повезло, у вас есть ножницы. Вам повезло. Так. Нет, нет. И есть еще лебедь. Значит, смотрим, что у нас с вами выходит. Выпало первое событие, нерешенный вопрос, что якобы в четверг вопрос какой-то, причем, кстати, знаете, какой вопрос, который вы уже не один раз пытались решить, еще и месяц об этом говорит, что вы каждый месяц ходите, что-то делаете, пробуете, а оно все никак, вот не решается и все. И вот смотрите, и выпадают ножницы. А ножницы и есть, если они выпадают вместе с цепью, это означает, что вот наконец-то эта цепь событий разрезается, да, то есть и события идут. Поэтому у вас есть вероятность, что как раз в вашем случае в четверг, если у вас много раз что-то не получалось, вот оно может в четверг получиться. Дальше деньги выпадают, мешок с деньгами. Но тут могут быть как поступления, так и расходы. Тут и так, и так. Если вот, например, сундук это прям поступление, то мешочек по-разному. И также гармоничные отношения в паре. Поэтому у вас все хорошо в любви, у вас с финансами то тоже нормально. И вопросы решаются. Так что для вас, девы, вообще шикарный день. Также, кто родился у нас, значит, 27 августа, ваш год до следующего дня рождения будет идти под влиянием вот этих двух арканов. Это арканы Иерофант и Отшельник. Что это за год? Вы знаете, этот год хорошо было бы, очень хорошо, если бы вы посвятили какому-то обучению, образованию и что-то новое изучили. В любой сфере, какой хотите, любое направление, любая сфера, потому что тут очень важно найти для себя учителя, наставника какого-то, специалиста и вот прям, да, развиваться в какой-то области. Может быть, связанной с работой, например, там что-то изучить новое. Какой-то это может быть иностранный язык, это все что угодно, все, что в вашей душе, вот, может быть, у вас к чему-то тянет сейчас. Вот карты говорят, вот этот год был бы идеален для этого, потому что потом вы эти знания можете применить для того, чтобы зарабатывать. Поэтому вот такая вот тут история. То есть эти знания впоследствии, возможно, в следующем году, уже через год, могут кардинально поменять вашу жизнь, потому что там будет колесо фортуны потом. Вот для вас вот такое предупреждение делаю. Либо, знаете, как еще может быть второй вариант. Если вы сами уже гуру в какой-то области, вот прям ваши знания, выше крыши, то тогда, возможно, вам надо делиться этими знаниями, вам надо самому стать этим учителем. Видите, тут надо либо быть за партой и учиться, либо стоять за столом учительским и преподавать. Понимаете, потом тут как бы уже, вы лучше меня знаете, где вы, да, вот в этой аудитории, где ваше место.
Так, хорошо, смотрим дальше весов. Сейчас, возможно, мне придется паузу делать, потому что слишком громко. Так, весы. Давайте, пока я буду сейчас весы. Покажите мне 27 августа. События дня, весы. События дня, весы. Покажите мне четверг для весов. Сейчас, пока я буду раскладывать, будет громко, да, возможно, как бы, но потом, когда буду объяснять, я постараюсь, чтобы звука не было. Роза. Угу, так, хорошо. Лебедь. Подсвечник. Подарок. Метла. Новость. Так, смотрим горизонталь, вертикаль. Не вижу. О, как раз тишина. Значит, смотрите, что повыпадало. Свидание, гармоничные отношения в паре, подарочек, небольшая ссора, споры, надежда на этот день, на что-то и новости, вести. Ну вот как раз успела вам все рассказать, весы. Так что у вас день хороший. Вот если вы избежите каких-то споров, то вообще все будет отлично. Новости, кстати, могут быть какие-то невероятные. Молнии, это, знаете, как вот ошарашили этой информацией. Так что вот как-то так. Благодарю за внимание. Переходим к Скорпионам. Скорпионы. 27 августа. События дня. Скорпионы. Покажите мне четверг для скорпиончиков. Так, скорпионы, пока раскладываю, шум может мешать вам, но потом я постараюсь выбрать такой момент, чтобы, когда я буду объяснять, чтобы было слышно. Значит, бабочка. Угу. Два кольца, тайная встреча. И тайна рядом. Тайная встреча, тайна. Мечи. Домик. Колокольчик есть. И цветочек нельзя. Значит, смотрите, что выпало. Сейчас, подождем секунду. Так, все вроде бы на время. Ну, к сожалению, не могу я записать вам в другое время. Да, сейчас могут возникнуть такие типа претензии, что нельзя в другое время записать, да, когда тихо. Ну вот у меня сегодня только вот это время. Либо я запишу сейчас, либо без карты дня вам придется быть. Поэтому, да, вот это не только у вас, это у всех знаков такое. Деловой разговор выпадает на четверг. Пустой разговор. Поэтому, может, деловой будет пустым. Также, смотрите, может быть какая-то тайная встреча, но, скорее всего, что она откроется. Потому что выпал, да, этот замок. Поэтому, если вы там где-то с кем-то пытаетесь что-то там организовать, какую-то встречу и скрыть, то не получится скрыть. Домашние дела также могут быть в четверг. И конфликт. Опять же, тут может быть проиграться, например, что от вас в тайне кто-то что-то хотел сделать. Ну, как от вас в тайне сделать? Вы все узнали, и мечи поругались.
Поэтому может еще вот так отыграться. В общем, такая информация для вас. Из минуса это только вот как бы этот конфликт. Ну, в принципе, и если разговор тоже какой-то важный, деловой, то пустой, ну, как бы не тоже не очень хорошо, да, что он по колокольчику пустой, а не какой-то продуктивный. Поэтому, ну, вот такой вот день, понимаете, у вас не очень, честно говоря. Четверг. Благодарю за внимание, и мы сейчас переходим к стрельцам. Так, стрельцы. 27 августа, стрельцы, события дня смотрим. Стрельцы, события дня. Маска первое, что я вижу. Угу. И неприятность. Вот это она и есть. Маска. Ой, еще и тут и встреча деловая. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Значит, чашку нельзя. Месяц. Месяц. И солнышко. Ну, хоть что-то приятненькое напоследок. Так, и давайте посмотрим, что здесь. Нет, 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 нет. Я не вижу больше. Смотрите, предупреждение. Неприятность может быть у вас в четверг. Опять же, если вы будете неосторожны. Потому что отшельник и жрец говорят о том, что если ты будешь там 10 раз все проверять, если ты будешь консультироваться с умными людьми, то ничего не произойдет. Поэтому неприятность. Дальше обман, маска. Вас могут обмануть в этот день. Поэтому, опять же, если вы в чем-то не разбираетесь, добро пожаловать к консультантам. Да, вот жрец – это люди, которые разбираются. Деловая встреча, вот тоже, да, смотрите, встреча, неприятность, обман. На какой-то важной деловой встрече вас просто могут обмануть. Предупреждение. Из хорошего, значит, будет какое-то событие, которое имеет цикличность, повторяется, и радость. Это классное, хорошее настроение. Поэтому вот вечером, скорее всего, у вас будет 4 суперское настроение какое-то. Ну вот, такие события для вас. Благодарю за внимание и смотрим мы дальше козерожек. Так, козероги. 27 августа. Козероги, события дня. Так, козерожки, сейчас смотрим. Значит, первое, нерешенный вопрос. Угу. Дальше хорошо, цветок. Будильник. Но это скорее предупреждение. Сундучок нельзя. Интимная связь, кровать. Ну, это кому как, да, кому хорошо, кому не очень. Так, мешок с деньгами. Здесь вроде бы не вижу. Смотрим, значит, нет, 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 нет. Совпадение ищем, нет, нет, нет. Не вижу совпадений. Значит, получается у вас в этот день нерешенный вопрос. Возможно, по времени. Видите, будильник выпал, показывает, что что-то по времени не успели. Либо опоздали, либо наоборот, поспешили, поторопились. В общем, и не сделали. Проблема со временем, нерешенный вопрос.
деньги выпали. Но тут опять же это может быть как деньги поступают, так и расходы могут быть по мешочку. Это, да, вот в отличие от сундука, тут даже скорее расходы, чем поступления. Дальше интимные отношения и исполнение желаний. То есть вот это вот как бы хорошее событие. А по делам, видите, не идут дела в этот день. Почему-то как там все на стопе, потому что отшельник. Отшельник это стоп. Девятка это всегда остановка, да, когда мы топчемся на одном месте. Так, хорошо, переходим дальше к водолеям. Смотрим, водолей, 27 августа. 27 августа, водолеи, четверг. Как для них пройдет этот день? Как для них пройдет четверг? Так, уже меня тут солнышко атакует. Говорит, быстренько, давай, заканчивай. Значит, часы, колокольчик. Угу. Бабочка. Машина. Угу, метла и шарики. Сразу и хорошее событие, и не очень. Дальше смотрим. Значит, слава богу, колодец нельзя. О, есть еще казенный дом. Но в казенном доме, скорее всего, пустые разговоры. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Значит, смотрите, водолей, в четверг выпадает будильник и говорит о том, что в этот день может все быть не по плану. Потому что будильник это о том, что мы либо сильно опаздываем, либо ждем, либо встречи переносятся, либо отменяются. То есть со временем идет какие-то сдвиги и вообще бардак. Дальше. Пустые разговоры, деловое общение, посещение госучреждения. Поэтому тут, смотрите, может быть такое, что вы идете в какое-то госучреждение, там разговор, но он может быть пустым в этот день. Дальше поездка, причем дорога выпадает. Дорога, может быть, даже ехать придется. Из хорошего, хорошие новости вас ждут. Опять же, тут, конечно, может быть, оно и проиграется. Допустим, вы идете в казенный дом, едете, деловой разговор, в котором хорошие новости. Может так, кто знает. Допустим, но может и наоборот, понимаете, быть. То есть тут я вам не могу сказать, потому что вот эти события лучше читать по отдельности. Они уже там как переплетутся, будет видно в течение дня. Также еще выпала ссора, с кем-то можете поспорить, поссориться, может быть, опять же, из-за времени, как вариант. В общем, вот такие события для вас. Из хорошего это новости. То, что вот можно точно сказать, что вот это вас порадует. Вот какие-то новости вас в этот день порадуют. Как все остальное, ну, поживем, как говорится, увидим. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Остались у меня рыбки. И все. Так, рыбы. 27 августа. Рыбы. События дня. Ну что, рыбки, смотрим. Ой, господи, улетели. 27 августа. Рыбы. События дня. Тут уже, видите, у меня солнышко меня атакует. О, и солнце выпало, да-да-да. Говорит, так, на видео уже скоро будет ничего не видно. Давай быстрее заканчивай с видео, с записями. Угу, маска. Слушайте, а может, знаете, как проиграться? Что-то прояснится. Солнце и обман. Ясность. Станет ясно. Видно. Чашка чая. Не вижу. О, ключик. Хорошо.
Дом, чемодан, так, горизонталь, вертикаль, не вижу совпадений. Получается, в этот день выпадает солнце, вообще показывает радость. Но в данном сочетании, возможно, даже это и будет прояснение какой-то ситуации, правда выйдет наружу. Обман, маска. Если кто-то что-то скрывал, скорее всего, что в этот день маски будут сорваны. Вы увидите правду. Гости, домашние дела, быт. Ключ, опять же, ключ тоже может показывать, что то, что от меня было скрыто, я теперь как бы увидела, открыла и увидела. Также ключ очень хорош для дел. Если вы планируете какие-то дела, то по ключу может все удаваться, решаться. То есть для вас открываются любые двери. Чемодан еще выпал. Опять же, дом, чемодан, не знаю, может быть, кто-то к вам в гости приедет. Может, вы куда-то поедете. Не знаю, чемодан – это временная разлука, либо встреча после временной разлуки. Так что такая вот история. Ну, у вас, в принципе, из минуса только вот эта маска. Кстати, иногда, знаете, как проигрывается маска? Она может проигрываться, например, если мы идем куда-то там в театр, в кино, то тоже маска. Ну, вот как бы выпадает, и ты, ну, как бы понимаешь, что это вот было про это. Вечером, когда вот проверяю, вот я, например, проверяю, делаю расклад, потом вечером проверяю. Вот маска часто выпадает там или на поход к косметологу, или на там, когда куда-то идешь на какое-то представление. Так что вот смотрите, может быть, у вас так проиграется. Благодарю за внимание, рыбки. Жду вас на своих новых видео.